В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Передача земель под жилье на Дальнем Востоке будет ускорена. Молодежный фестиваль «Мусустар» завершился в республике. Владимир Путин подчеркнул, что это уникальный проект. Столица в сумраке. В Москве прошла акция «Часть земли». Передачу земель под строительство жилья ускорят на Дальнем Востоке. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что сегодня на рост цен на жилье в регионах Дальнего Востока влияет недостаточный объем предложения на рынке. За год-два планируется максимально нарастить объемы строительства. Напомню, решение о внедрении в Дальневосточном федеральном округе ипотеки под 2% принял президент страны Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года. Основные условия кредита – это процентная ставка 2% годовых, первоначальный взнос не менее 15%, максимальный размер кредита – 6 миллионов рублей. Он выдается на срок не более 20 лет. 25 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в республике за минувшие сутки. На Якутск приходится 18 заболевших. В Усть-Алданском районе выявлено 2 случая заболевания, а в Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Нерюнгринском, Тампонском и Хангаласском районах по 1 случаю. Что касается вакцины против коронавирусной инфекции, то на сегодняшний день в республику всего поступило 62 412 доз. Первую вакцину получили 56 570 человек, вторую – 50 612 человек. К другим темам. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» в Мирном запустил курс адаптивной физкультуры для переболевших COVID-19. Упражнения разработали по методическим рекомендациям. Для кого они рассчитаны и чему способствуют занятия, узнавала корреспондент Иванна Филиппова. Восстановление после коронавируса занимает у всех разный период времени, от 3 до 6 месяцев. Это все индивидуально. Совместно с медцентром разработана реабилитационная программа, в которую входит 3 комплекса упражнений общеукрепляющих и специальных дыхательных упражнений, то есть адаптивная физкультура. Перед тем, как записаться в группу адаптивной физкультуры, нужно пройти обследование у нас в медицинском кабинете, спирометрию и кардиографию. Что такое спирометрия? Спирометрия – это определение жизненного объема легких. Жизненная емкость легких – максимальное количество воздуха, которое можно выдохнуть после глубокого вдоха. Итак, следующий шаг – занятия по адаптивной физкультуре. Их проводят в бассейне «Кристалл» и «Олимп». У нас есть комплекс упражнений для поражения легких более 30%. Он разработан нашим медицинским центром «Алроса». Эти упражнения в основном проходят на месте, сидя. Упражнения направлены на восстановление легких. Это, как правило, дыхательная гимнастика. Она помогает увеличить объем, восстановить легкие, насытить организм кислородом. То есть, я так поняла, с помощью дыхательной гимнастики можно восстановить объем легких? Да, все верно. Поднимаем прямые руки вверх, делаем глубокий вдох, опускаем руки вниз, делаем выдох. Когда поднимаем руки вверх, хорошо прогнуться нужно в грудном отделе. Занятия состоят из простых упражнений. В первую очередь здесь научат правильно дышать. Все это поможет укрепить дыхательную мускулатуру. Комплексы включают и занятия дыхательной гимнастикой и йогой. Эти занятия будут проходить 2 раза в неделю. Все основная направленность идет на дыхательную гимнастику, чтобы восстановить легкие, чтобы увеличить объем легких, и научить человека, бывает, правильно дышать всеми легкими. Записаться на занятия по адаптивной физкультуре получится не только в Мирном, но и Удачном и Айхале. Приобрести абонемент можно в кассах КСК или мобильном приложении «Единая карта клиента КСК». Иванна Филиппова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».
А необычное занятие прошло в Алданском политехникуме. Лекцию о туберкулезе первокурсникам прочли фтизиатры. Активная просветительская работа врачами проводится в рамках месячника по борьбе с туберкулезом. О том, чем опасна бактерия Коха и как минимизировать заражение, узнала Татьяна Вахнина. Что такое туберкулез, для чего нужно проходить флюорографическое обследование и можно ли защититься от инфекции? Об этом студентам Алданского политехникума рассказали специалисты противотуберкулезного диспансера. Лекция прошла в рамках традиционного месячника, стартовавшего в Якутии 24 марта, во Всемирный день борьбы с туберкулезом. Мы 24 марта ежегодно отмечаем Всемирный день борьбы с туберкулезом и проводим месячник, который направлен на информированность, на повышение информированности, осведомленности по профилактике туберкулеза и о необходимости прохождения профосмотров, включая флюорографическое обследование. Туберкулез остается одной из самых опасных и тяжелых инфекций. Источником заражения являются больные с активной формой туберкулеза. Легкой добычей для микобактерии, вызывающей заболевание, становятся в первую очередь люди с ослабленным иммунитетом. Очень интересно, очень хорошо послушать, и нужно всегда обороняться от этого заболевания и беречь себя. Просветительской работе фтизиатры уделяют внимание не только в период месячника. Планомерный охват всех категорий населения ведется в течение года. Благодаря профилактике эпидситуация в Алданском районе характеризуется положительными тенденциями. Тем не менее, инфекция не искоренена, и от нее не застрахован никто. Флюорография нужна для того, чтобы выявить всякие болезни, так же как рак легких, также туберкулез, всякие разные различные заболевания. Главной задачей фтизиатры ставят повышение грамотности населения и формирование ответственного отношения к своему здоровью. С другой стороны, просветительская работа нацелена на укрепление культуры и гуманности по отношению к больным. Мы уже провели, получается, акцию «Белая ромашка» в школе. Провели также анкетирование в бассейне с работниками. В числе главных мер профилактики фтизиатры называют здоровый образ жизни и укрепление иммунитета. Врачи подчеркивают необходимость ежегодного флюорографического обследования. На ранних стадиях туберкулез полностью излечим, но его можно выявить только посредством диагностики. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Торжественное открытие мемориальной доски в память о видном государственном и общественном деятеле Республики Аяле Степанове состоялось в Якутске. Накануне исполнилось 55 лет со дня его рождения. На мероприятии собрались родные, коллеги и его друзья. После в актовом зале института состоялся вечер воспоминаний и просмотр видеосюжета о деятельности Аяла Степанова, созданный коллегами-учеными-аграрниками. Мы продолжаем. Фестиваль «Мусустар» в Якутии открывает широкие возможности для молодого поколения. Об этом заявил Владимир Путин. Он направил приветствие участникам фестиваля и выразил уверенность, что мероприятие станет востребованной площадкой для общения активной и талантливой молодежи, а участие позволит приобрести полезный опыт и знания. Напомним, фестиваль завершился накануне. В нем представили 10 разных треков, в рамках которых прошли различные мастер-классы и конкурсы. На открытии выступил глава Якутии СН Николаев. Одним из главных событий стал живой концерт музыканта и рэпера Ливана Горозии. Все мероприятия фестиваля «Мусустар» прошли с соблюдением санитарных норм. С ледовым шоу на фестивале выступила также российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова. Вместе с ней на лед вышли фигуристы Елизавета Худайбердинова и Егор Базин, чемпионка Кубка России Анастасия Гулякова, чемпионы мира среди юниоров Алина Устимкина и Алексей Роганов. Также выступления на льду показали серебряный призер чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин, Елена Йованович и Надари Майсурадзе и известный скрипач Эдгар Акопян. Специально для ледового шоу рядом со входом в спорткомплекс «Триумф» залили каток.
Завершился фестиваль «Мусустар» световым шоу, первым в столице республики шоу дронов и фейерверком. Фасад «Триумфа» украсили световыми проекциями, которые олицетворяют дух фестиваля. К концу в небо поднялись сотни дронов, которые образовали фигуры снежинки, всадника на гербе Якутии, надпись «100 лет к юбилею образования Якутской ССР» и фигуру подснежника первого цветка весны. Московский Кремль присоединился к ежегодной экологической акции «Час земли» накануне. Огни также погасли на Красной площади. Вместе с ним к мероприятию присоединились такие объекты, как здание Госдумы, Совета Федерации и правительства Москвы. Подсветка также была отключена на территории музейного комплекса «Дорога памяти» и главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Ежегодно тема акции меняется. В этот раз она прошла под девизом «Откройся». Активисты призывают к открытости экологической информации. События 2020 года показали нам, что может происходить, если информация об состоянии окружающей среды предоставляется недостоверно или не предоставляется вообще. Мы помним ряд аварий, которые произошли, и ущерб от них мог быть значительно меньшим и для человека, и для природы. Самое главное, мы должны понимать, что эта акция не направлена не на то, чтобы свет отключить. В этой акции участвуют миллионы, миллиарды людей по всему миру, которые переживают, что происходит с нашей Землей, что будет завтра, что останется нашим детям. И в этом году тема акции – это доступность информации. Для нас это, скажем так, стратегия на будущие года, потому что наш президент Владимир Владимирович Путин 19 марта этого года подписал закон о доступности экологической информации. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, берегите себя.